Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто вами интересуется и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Очень вы веселый человек. Вы постоянно шутите, но тем самым привлекаете к себе внимание людей. Любите юмор, любите посмеяться, можете и поплакать над мелодрамой. Вот такая вы красивая, умная. Я бы сказала, люди вас считают хитрой, но вы являетесь умной. Ум равно хитрость. Хитрить еще тоже надо уметь. Человека показывают, в принципе, расчетлив, все посчитает, калькулятор. Человек стабильный, двумя ногами стоите на земле, не летаете где-то в облаках, думаете о чем-то практичном, четкое. Все пропорционально взвешиваете, отмеряете. Здесь, скорее всего, смотрят семейные люди, которые находятся в отношениях, в семье. У кого-то здесь могут быть дети, у кого-то здесь идет речь о построении своего будущего. Даже если и самостоятельно, вы все равно об этом думаете, даже строите какие-то планы. Ко всему относитесь с каким-то, на самом деле, позитивом, легкостью. Умеете вы, что самое хорошее здесь есть, подшутить над собой, даже в обществе. Тем самым вы обходите острые углы. Это психология. Люди меньше на вас нападают, потому что вы умеете как-то выкрутить ситуацию, перевести ее на что-то другое или, в принципе, на юмор. Умеете, да, посмеяться над собой, даже в обществе. Вы очень такой человек любознательный, активный. Есть у вас чувство «люблю себя», любите себя, вкладываетесь, возможно, в себя, покупаете в себе все самое лучшее или выбираете для себя все самое лучшее. Любите красоваться, смотреться в зеркало, возможно, пробовать что-то новое. В принципе, вы человек, который находится в тренде, в моде, любите все по моде, новенькое, красивое. Любите подарочки, любите сюрпризы, любите акции. Когда вам что-то подарят даже, да, вас вот это успокаивает, как ребенка. Есть мужские позиции, но при том вы проецируете именно женственность, мягкость, нежность. Но вы такая с твердым характером. В какой-то степени вас могут считать, она упертая, очень упертая. На своем стоит и добивается, чего хочет. Вы, что бы ни захотели, вы этого в любом случае добьетесь. Здесь включается еще ваша харизма. Вы умеете сглаживать острые углы своей вот харизмой. И здесь такая женщина, которая может любить, дарит это тепло, любовь. И есть чувство даже влюбленности, или вы легко влюбляетесь. Тут еще показывает, что в принципе в прошлом, когда вы влюблялись, вы можете сказать, что и один, и второй дурачки, какие-нибудь козлы попадались. Пользовались вашей наивностью, проглядывает наивность. Вы верили, возможно, но сейчас уже нет. Это для вас была как практика. Выработали себя, стержень внутренний, благодаря каким-то отношениям, зависимым отношениям выработался. У кого-то здесь из отношений вышел такой вывод, что не быть зависимой финансово от кого-то, от мужчины, например. Нужно самой зарабатывать, самой действовать. На сегодняшний день есть какая-то тревога, чувство страха даже, я бы так сказала. Чего-то вы боитесь. Перед вами открыт на сегодняшний день весь мир. Вы можете переживать о том, что у вас что-то не получится или что вы чего-то не можете достичь. Хотя, чтобы это достичь, у вас все для этого есть, присутствует. Для вас открыты все двери. Вы можете думать о каком-то блоке, о каком-то магическом блоке или то, что вам кто-то пихает палки в колеса, магически именно влияя на вас. На самом деле здесь вы влияете на свое подсознание. Здесь нужно просто проработать себя. Именно работа с подсознанием. В помощь аффирмации перед сном.
Мне можно, и я могу. Все у вас однозначно получится, потому что двери открыты. Что-то есть готовенькое. Готовенькая информация. У кого-то какие-то есть уже результаты, достижения. Вы слишком далеко сейчас заглядываете, туда не нужно смотреть. Все мысли свои отводите на здесь и сейчас, а не на потом. Не смотрите туда, вперед, далеко загадывая что-то. Потому что сейчас есть возможности, которые нужно брать, и что-то нужно освоить, что-то нужно выучить или подучить. У кого-то здесь момент курсов, вы можете пойти сейчас на какие-то курсы. Вам бы рекомендовалось, желательно бы пойти на какие-то курсы, что-то освоить. Потому что у вас большой потенциал есть, качество, человек качества дадут вам достичь своей цели, сбыться какой-то мечте. Притом вот-вот уже вы стоите уже перед открытыми дверями. Для вас весь мир открыт. Для вас есть возможности, возможно, через интернет большие возможности. У кого-то здесь возможности есть вырваться на какую-то свободу, может даже от зависимых отношений. У кого есть вопросы касаемо юридического чего-то, спросите. Вам будет дан ответ. Дадут какую-то идею, или для вас будут какие-то новости, или новинка, или вообще что-то новое, чего вы не знаете еще. Вы человек неравнодушный, ну, неравнодушный вы кому-то помочь, ко всем, да, человек такой, скорее всего, который может молиться часто, или же у которого стоят дома иконы, или есть икона у вас. Также здесь есть какие-то сакральные вещи, церковные вещи дома, и они вам выручают, они вам помогают. Можно даже стоит и туда обратиться, помолиться, если что-то тревожит. Псалом 90 очень хороший перед сном. Читайте перед сном именно 7 дней подряд или 9 дней подряд. Я вам скажу еще такую вещь, что если вы, вот как я сказала, проведете данный ритуал, у вас что-то сдвинется с места или будет подсказка, куда двигаться. Но знаете что? Здесь такое состояние, что-то будет дано, но вам покажется это мало или недостаточно. Притом кубки-то разлиты 3, а еще есть 2. То есть первый блин всегда комом, это понимаете. Второе, что медленно, но верно вы придете к своей мечте, возможно. Мечте. Или желанию. Может, даже цели. Вообще человек вы в какой-то степени спокойный такой, но внутри вас вот живет такой чертик. Вы можете что-то натворить, сами того не понимая, не ведая. Я бы еще сказала, может здесь быть управление мужчины, да, или на ваше сознание воздействует какой-то мужчина. Вот иногда вы можете что-то вытворить, притом можете сама себе говорить, что не ведись на провокации, а сами раз и поведетесь. Психанете, накричите и так далее. То есть человек может вызвать вас на какие-то эмоции. Вы от этого человека сейчас закрыты. Возможно, даже отношения у вас хоть и семейные, но такие закрытые. Каждый сам себе в своей раковине находится. Возможно, спите раздельно. У кого-то здесь может быть какая-то пауза или расстояние с мужчиной, который бывший, например, муж, да, или же расстались с кем-то, может быть, на какое-то время, может, вообще уже разошлись. Вы приводите свою нервную систему в порядок на сегодняшний день. Пытаетесь как-то сбалансировать себя, взять себя в руки, возможно, даже настроиться на что-то другое или переключиться. У вас есть сейчас возможность брать свой какой-то потенциал, талант, может даже стать популярным или прийти к своей мечте. Вы сейчас не туда направляете свою энергию. Так хочется сказать. Хорошо. Давайте мы посмотрим, кто же вами интересуется и почему. Если с вами резонирует портрет, продолжаем смотреть дальше. Кто вами интересуется и почему.
Вами интересует какой-то мужчина, который держит к вам, в принципе, дорогу или хочет себя как-то проявить к вам, но боится. Он боится отказа или что поступит как-то глупо. Возможно, вы его рассмотрите как дурак. Скажете, ты что, дурак? Он хочет как-то хитро к вам подлезть. Видит в вас ресурс. Здесь хитрость есть. Деньги. Денежную даму видит. Ну что у вас все круто. И что этим можно воспользоваться. Притом человек может зайти под предлогом чувств и эмоций. Но боится, потому что понимает, что несет в себе нечистые замыслы, что какой-то план его провалится. Притом здесь показывают человека, который одевает маски. Двуличный человек. Человек, у которого скачет постоянно настроение. Возможно, пользуется какими-то практиками, ритуалами, магией. Да, здесь может быть свечная магия. Любит деньги. Семейный человек. Слушайте, он из семьи или... Да. Он вскружит голову. Человек хочет прийти, вскружить вам голову, дабы получить какие-то свои, не свои, ваши финансы. Или выгоду от вас, пользу. Возможно, даже бесплатная консультация, да, или что-то такого. Или бесплатная работа, чтобы вы бесплатно проделали какую-то работу. Есть человек, который склонен ходить по головам, изменять. Неверный человек. Знаете, здесь какая-то есть нестабильность. Притом он хочет этой стабильности, но не получается выровнять какой-то денежный баланс, внутренний баланс. Здесь человек как будто бы крадет или склонен к клептомании. Что-то красть, врать. Здесь, кстати, в нем есть очень много и обмана. Фальшивый человек. Возможно, даже, знаете, это как лицемерный такой, подлиза. Умеет красиво говорить. Умеет подлизываться, когда виноват. Хочет от вас каких-то ресурсов. Будьте аккуратны. Кто вами интересуется и почему? Одиночка какой-то. Ну, человек тут находится, знаете, вы когда-то морально выручили человека, морально поддержали, морально в чем-то помогли человеку. У человека сейчас какая-то депрессия, усталость. Это может быть и женщина. И вот, знаете, душой к вам человек тянется. Здесь есть такие эмоции с вами, здесь есть какое-то вот чувство приободрения, что вы приободрите человека. И вот душой к вам тянется. Сейчас человеку тяжело. Здесь есть интерес к вашей личной жизни, как у вас в личной жизни. Как у вас на любовном фронте, по любви, по чувствам в отношениях. Потому что человек что-то сравнивает вас со своей жизнью. Это может, скорее всего, быть женщина. Да, здесь выходит портрет женщины. Здесь энергии какой-то такой слабости, вялости. Но вы даете энергию. Хочется с вами пообщаться, хочется взять этой энергии. Здесь, кстати, с этим человеком и с этой женщиной очень идет правильный энергообмен. Вы тоже для себя что-то берете, изымаете из этого.
Но здесь на сегодняшний день вот какая-то печаль, такая тоска есть, возможно, какие-то глубокие мысли, человек ушел в себя. Здесь может быть даже вот чуть ли не изучает, например, какие-то, да, труды, историю, может быть, историю вообще своей жизни в целом, куда-то глубоко, далеко смотрит в прошлое или читает что-то, изучает. Ну, такое глубокое, духовное. Вы знаете, когда вы встречаетесь с этой женщиной, у вас появляются каким-то образом деньги, у нее тоже. Когда вы с кем-то только познакомились, у нее тоже происходит знакомство. Вы вот как близнецы какие-то. Да, но у вас жизни разные, но все же, да, в принципе, у вас, если по жизни посмотреть, у вас все происходит вот в одном цикле или одинаково. У вас родился ребенок, и у нее вот буквально вот-вот, да, тоже ребенок, а может быть и в одночасье. Эта женщина очень хорошо зарабатывает, но у нее есть по чувствам какие-то проблемы, по отношениям. В принципе, такая трудоголик, не покладая головы, вот работает и работает, может работать на нескольких работах. Красивая, симпатичная дама. Или, в принципе, себя такой считает, уважает себя, уважает свою внешность. Да, она за стабильность, за деньги, за расчет, за какую-то независимость. Вот за это она. И вы также. Чтобы было все по делу, по факту. Или с выгодой какой-то. В том плане, в неплохом плане. Да, если я занимаюсь спортом, я с выгодой для себя это делаю. Чтобы мое тело было здоровым, крепким, сильным. Если я... Именно это и есть выгода. Вот такая выгода. Да, если я иду работать, то не за бесплатно. Вот так вот. Кто вами интересуется и почему? Ой, отчаянка какой-то, который на вас зуб точит, злится, ревнует вас, постоянно думает о вас то, чего, возможно, нету, что вы там, знаете, проводите время с кем-то, обсуждаете этого человека. Кстати, этот человек может думать о том, что вы его постоянно обсуждаете. У человека какая-то есть внутренняя такая апатия, обида, депрессия, злость. Злость вообще на всех, что все плохие, все какие-то, знаете, вот все глупые, он умный, все неудачники, а вот он молодец, да, вот во всем ему везет, как он говорит. Хотя, в принципе, тут какая-то есть такая депрессия, усталость может быть у человека. Манипулятор очень хороший. Постоянно водит всех за нос. Пытается людей брать в свою власть, манипулировать ими. Или, вы знаете, еще он такой человек, как игла под кожу. Медленно, но верно. Чего-то добивается, именно так манипуляциями заходит, что вы даже не поймете, что он манипулирует. На самом деле здесь еще тот манипулятор. Профессиональный, я бы сказала. Человек, который всегда, знаете, вот как он... С вами, возможно, был какой-то конфликт, недоразумение какое-то. И тем самым человек вас выводил на какие-то эмоции, как вампир. Второй человек вас, возможно, оставлял даже и уходил. Или же какой-то конфликт, он отворачивается, уходит, оставляя этот конфликт с вами. Но это, опять-таки, такой тип манипуляции. Таким образом человек тоже манипулирует. Он наивно думает, что вы будете ему верить и его любить. Или что-то принесете ему. Притом, возможно, здесь у кого-то были дети. Или есть дети. Может быть, вы забрали детей от этого человека, да? Или человек от вас с
помощью манипуляций. У кого-то здесь, знаете, вот такая ярая злость на этого человека до сих пор еще осталась. Он хочет вашего банкротства, или же чтобы вы у него еще что-то попросили или нуждались в нем, в его помощи. Вот это тоже манипуляция. Он хочет вас подсадить, может быть, даже на какой-то крючок, на какую-то такую зависимость от себя. Притом, знаете, чтобы момент шантажа может тоже присутствовать здесь. Притом он хочет, чтобы вы умоляли, на коленях ползали перед ним. Хочет почувствовать тем самым себя мужиком. Аж смешно, аж смешно. Вы слышали, да? Тем самым он хочет почувствовать себя мужиком. Мужик — это, по-моему, другое понятие мужик. Но не то, чтобы женщина за ним ползала и не манипулировать. Это уже не по-мужски. Хитрец. Борец, даже если он не прав. Вот он будет лгать, будет или не прав, он будет это отстаивать до посинения. Вообще по себе человек, который мало очень говорит, но подслушивает, слушает внимательно. Что касаемо вас, он может думать о том, что у вас лучше, это только думать, но желать именно вам всего самого наихудшего вслух. Притом он, знаете, чувствует и боится, что что-то ему за это прилетит. Кстати, здесь показано, что информация о вас для него закрыта, или в принципе ему остается только вот додумывать о вас, как вы там поживаете. И вы можете даже находиться и на одной территории, но человек не знает, что у вас в голове. Если вы находитесь на расстоянии, уж тем более не знает, что у вас происходит. Он только видит где-то, может быть, какой-то образ, или, может быть, ваши социальные сети. Может скрываться даже, да, в социальных сетях под другим никнеймом, профилем и так далее. То есть не его профиль. Или, в принципе, да, сделан так, что это не он как бы, но это он. Какие-то такие наблюдения через третьи лица или же на самом деле социальные сети. Но ничего у вас нет. У него, возможно, даже есть аккаунты, где у вас нету аватара. Вообще пусто. Расчет какой-то. Знаете, человек этот выбирает дам в своей жизни по расчету, чтобы она несла в себе или какие-то преимущества, или перспективы. Также была работящая, зарабатывать умела или хорошо зарабатывала. Притом была красивая, ухоженная и стабильная. Сидела дома, как говорится, у кастрюли. И еще и зарабатывала. Отлично. Хороший мужчина, хороший. Нет слов. Да, манипулятор. Он, кстати, вас по жизни прогибал под себя, гнул свою какую-то линию. И, в принципе, все, что он хотел делать, он как бы предлагал это совместно, но делал это для себя. Поедем, например, на море, а вы не хотите на море. Но как-никак он вас уговорит, вы туда едете. И потом может заявлять о том, что видите, какой он молодец, он вас везде возил, вам на все открыл глаза, а ездил туда, куда хотел он, а не вы. Вы хотите в Италию, а он вас везет в Польшу на море. Охладиться, потому что там дешевле. Такой продуманный, я бы сказала, скупердяй. Жадный жмот. Окей, смотрим дальше. Кто еще вами интересуется и почему? Приезжий человек с дороги. Женщина с другого города. Старше вас. Почему она вами интересуется? Потому что
Вы представляете для нее интерес в том, что вы постоянно в движении, двигаетесь куда-то, стремитесь, идете, чего-то получаете, добиваетесь. В принципе, нравится ей ваша какая-то решительность. Она смотрит, знаете, на вас как на сериал. Как же у нее дальше будет? Потому что в какой-то степени чего-то в жизни она хотела, но не могла добиться. А у вас это получается. Или же у вас похожие планы на будущее. Например, вы хотите стать врачом, и вы к этому идете. А она когда-то тоже хотела стать врачом, но она ничего для этого не делала. А вы же делаете. Она смотрит на результаты, получится у вас или нет, кем-то стать или чего-то добиться. Притом вы, возможно, проецировали или говорили вслух о своих планах и целях этой даме. Вот она за вами и наблюдает. Здесь активный к вам интерес, даже разговор о вас есть. Возможно, она с кем-то о вас разговаривает. Но она видит в вас потенциал, в принципе. Она видит еще, знаете, что? Вашу внешность. Она почему-то считает, что благодаря вашей какой-то смазливой внешности, она смазливая, она красива, у вас открываются все двери и перспективы. Притом эта женщина вполне себе хорошо живет. Я бы сказала, даже в достатке, в своем достатке. Возможно, она одинока, но живет достаточно хорошо, зажиточно. Но какие-то вот именно желания, цели, да, чего-то добиться, вот чего-то она хотела, тоже, того же, чего и вы. Но она видит, что вы пробиваетесь к этому или идете к этому, и она вот хочет посмотреть на результат, получится или нет. Для нее это тайна и вопрос. Но наблюдение четкое и есть. Если у вас получится, то будет отчаяние. Почему же я этого не сделала? Вот так вот. А надо не смотреть, а надо просто делать. Почерк у всех разный, каждый человек разный, как отпечатки пальцев. Поэтому ты не знаешь, как у кого сложится судьба. Если взять даже семью, детей, понимаете, дети эти вырастут, и каждый будет идти по своей дороге. У каждого сложится по-разному судьба, но не одинаково, хотя они вылетели, как говорится, из одного гнезда. Тут то же самое. Она смотрит на вас, и вот она смотрит, получится ли у вас или нет. Может быть, даже, знаете, вот как вы учились на одних и тех же курсах. Вы идете к этому, она сидит и смотрит, наблюдает. А получится ли у вас? Возможно, даже где-то вас проглядывает через карты. Через тарологов, через какие-то гадания. Она, кстати, в это верит, это смотрит. И она вот наблюдение ведет, может быть, даже через тайные знания. Может быть, кому-то ходит, да, даже к гадалке. Она не атеист. Но она ждет вашей победы все же. Здесь ничего плохого нет, в принципе. Да? Здесь есть любопытство, интерес. Придете вы к этому или нет. Вы же придете к этому. В любом случае. Скорее всего, даже вот как гадалка сказала, что у вас все получится. Что вы чего-то добьетесь. Но при условии, да, тут момент какого-то контактов, общения, социума. И вот она, может, даже, знаете, как хотела бы тоже попробовать, но посмотрит, как у вас это получится, и я пойду тоже попробую добиться. Не получится, ну и я на это плюну. Тоже такой может быть вариант. Хорошо. Здесь ничего такого негативного нет. Кто еще вами интересуется? И почему? Это рабочий процесс, рабочее место. Как вы так работаете и не выгораете? Сколько у вас энергии и сил? С вами, возможно, эти люди не общаются. Они наблюдают тоже за вами. Но есть желание залезть поглубже в вашу, возможно, даже голову.
Вы в чем-то профессионал. Имеете, возможно, даже дар чего-то. Дар в том плане, что она хорошо рисует, она хорошо поет. Вот есть у вас талант, да? Так это назовем. Красивая очень. Здесь даже вот думают, что неужели вот так все ровно и гладко, неужели она ни разу не спотыкалась, да, и ждут, когда вы споткнетесь. Притом вот как-то, знаете, это даже не то, чтобы назло вам этого желают, они не могут в это поверить, что бывает всю жизнь вот так ровно и гладко, что в любом случае мы же все люди, мы же все спотыкаемся, делаем ошибки, или же как-то что-то у нас происходит всегда, а у нее нет. Также видят в вас какие-то и лидерские качества, что вы идете как-то впереди. Возможно, у вас есть какие-то достижения, за вами тоже еще кто-то наблюдает, да? Или восхищается вами, может, даже аплодирует вам. Есть интерес даже узнать вашу личную жизнь. С кем вы живете, замужем, не замужем, или как вы поживаете. Есть догадки, что у вас кто-то есть. Да, в принципе, да, здесь считают еще, что вы и роскошная, и в какой-то степени даже самостоятельно себе что-то покупаете, не то, что вам дарят, красивое, дорогое, или в принципе, да, какие-то подарки, вы делаете их сама себе. Тут показывают женщину независимую. Скорее всего, в вашем лице именно проявляется независимая женщина, которая умеет хорошо зарабатывать, живет в достатке. В какой-то степени еще присутствует доля конкуренции, обогнать вас или быть такой же, как вы. Вы для кого-то являетесь здесь отметкой, что вот это самое наилучшее. И надо к этому стремиться и стать еще лучше, нежели она. У вас есть очень много энергии. Видят, что вы или работаете, пашете на износ, или же, что вы не сдаетесь, идете к своей цели какой-то. Вы хотите достичь вот какого-то Олимпа, да, вы куда-то вот растете. Считают, что Бог вам подарил внешность, красивую внешность. Считают, что вы такой человек, которому нужно в чем-то прислушиваться, и вы, вы знаете, то, что вам не нужно, в свою жизнь принимать не будете. Или ненужные связи, или отношения. Но эти люди с вами не общаются. Почему-то люди показывают, да, именно, скорее всего, это несколько человек. Думают о том, что вы очень сильно поменялись. Ну, стали более такая закрытая сама в себе, ни с кем не общаетесь, или, возможно, о себе особо много не рассказываете. Как-то где-то укрываетесь, прячетесь, в своем мире находитесь. Возможно, у вас есть какой-то отдельно где-то свой круг людей, общества. Но это не рабочее место. Считают вас шаманкой, ведьмочкой, колдуньей, что вы такая подозрительная, вы можете шаманить, колдовать. Скорее всего, вы поэтому так хорошо живете, да, что вы себе что-то там нашаманили, наколдовали. Да, на вас смотрят и завидуют. Знаете еще почему? Скорее всего, вот как внешне вы себя проецируете перед ними, считают, что эта женщина не нуждается в любви. У нее и так все есть. У нее есть какие-то мужчины, на нее есть какие-то взгляды. Возможно, даже у нее есть перспективные шансы.
на отношения с кем-то. То, что вы лишнего ничего не дадите, не поделитесь, сама такая в себе, закрытая. И у вас нельзя взять ваше. Или же отобрать ваше место. Вы за это в любом случае отомстите. Вы такая, которая умеет защищать свою территорию, свои личные границы, может сказать «нет», побаиваются вас. Возможно, у вас даже был какой-то конфликт или неразбериха какая-то в коллективе. Что-то выясняли. А тем более здесь люди, в принципе, уже чувствуют, что лучше к ней не подходить, иначе она может дать люлей хорошенько. Возможно, эти женщины могут как-то знать, почему-то женщины, слушайте, скорее женщины, они такие, знаете, когда им что-то надо, они не хотят идти к вам, но все же, если приходится идти, они подходят осторожно и вот я бы сказала с некой такой лестью. А у вас очень много разных и сплетней ходит, слушайте. Сплетни, вообще то, что не является правдивым, а ложь. О ваших каких-то отношениях. Догадки. Из догадок делают рассказ. То, что вы, возможно, неверны своему мужчине. Да, или что у вас очень много поклонников, помимо вашего мужчины. Вы женщина такая горячая, та еще штучка. Видят вас именно страсть. Кто еще вами интересуется и почему? Человек, который разбил вам сердце. Человек, кстати, на вас как-то и воздействует. У него какие-то отношения с кем-то, тяжелые отношения. Он несет это как какую-то ношу, груз, не может с себя это снять. А вспоминает вас, как же вы были хороши. Но при том вспоминает и то, как он по вам прошелся. И вы это помните. Вы не подпускаете человека, а человек держит вас в тайне от кого-то. Не говорит о вас. Притом вы были настолько хороши. Его жизнь сейчас ударила по всем фронтам. И человек вспоминает, что с вами было лучше. Вы сейчас даже стали лучше выглядеть. Вы такая конфетка на сегодняшний день, нежели как он считает в прошлом, или в прошлом я не обращал внимания. Но здесь вот реально о чем-то сожалеет. Сожалеет даже о продеянном чем-то. Возможно, даже жизнь его наказала. А вы сейчас купаетесь в любви или купаетесь в деньгах от богатого какого-то мужчины. Как он может думать? Ему интересно, как вы сейчас поживаете, одним глазом вот глядит в вашу сторону, а вторым выясняет какие-то отношения. Здесь не удаются какие-то отношения. В семье, возможно, происходят какие-то конфликты или в отношениях с кем-то у него конфликты. Притом он может думать, что конфликты происходят опять-таки, здесь обвинение кого-то, но не себя. Притом здесь с его стороны чувствуется какое-то давление. Чувствуется, что здесь человек, мужчина виноват в этих отношениях.
И вот так же было в ваших отношениях. Человек вот как будто сваливает вину на вас. Или вы ссоритесь, вы ненормальная, вы истеричка, вы психичка. Вы хотите что-то высказать, все, опять-таки вы ненормальная, вы истеричка, вы психичка. Понимаете? И вот тут то же самое. Дубль 2. Ему сложны эти отношения. И теперь он сравнивает, какие же отношения были лучше. Ага, все же прошлые отношения были лучше. Да потому что они поутихли. Потому что их уже нет. Поэтому они лучше. Да, ему кажется там спокойствие. Этому человеку лучше жить самому, наедине с собой, но не с кем-то. Человек трепет всем нервы. Нервы. И одно, и второе. И вам, и трепал нервы, и еще кому-то. Да, ему лучше быть в одиночестве. Он вами интересуется и поглядывает на вашу жизнь. Видит, что вы посвежели, похорошели, встали на каблучки и побежали. Вот так вот. Возможно, даже сияете, как звездочка. Знаете себе цену. Или выросла в цене. Вот так вот, да. Вкладывала в себя. Кто вами еще интересуется? Почему? Ох, жестко. Кого вы когда-то послали на 3 буквы. Этот человек сейчас вами интересуется. Знаете, как было больно? Он до сих пор это помнит. Вы вот как всплываете вот с этим случаем, что между вами произошло, у человека наступает не просто боль, у него возникает ряд комплексов. Причем такие комплексы, вот я не дотяну, я не смогу. Вы вселили в человека реально какой-то комплекс. Человек вот проглотил ваши слова. И вот теперь как-то это все отражается на его жизни. Стал много хитрить и обманывать. Он интересуется, я бы сказала, даже, знаете, как сравнивает, как раньше вы жили и как вы живете сейчас. То, что сейчас вы получаете что-то, да, а раньше у вас этого не было. Или же, что вы на лучшем положении месте сидите сейчас, нежели в прошлом. И между вами произошел какой-то конфликт. Ситуация ужасная. Вот по башне идет ужасная, разрушающая. Также вы послали, на самом деле, человека куда подальше. И человек туда именно пошел подальше. Здесь какая-то хитрость, обман, лицемерие со стороны этого человека было. И человек, возможно, понял. Какое-то время чего-то не понимал. А потом осознал. Дурачок, глупый человек. Он видит в вас такую всемогущую женщину, сильную женщину, та, которая вот чего хочет, того добьется. И пусть она будет ждать, да, у вас есть даже терпение, терпеливость, вот это какая-то внутренняя сила, он это чувствует. Но к вам не пробиться. Поэтому человек, возможно, спрашивает у вас какую-то информацию у кого-то или вытягивает через работу, через знакомых с работы, или, в принципе, этот человек может быть с работы. Это может быть женщина, которую, слушайте, вы послали на 3 буквы. Хитрая, лицемерная и манипуляторша. Она женщина-манипулятор. Ну, слушайте, она видит ваше текущее положение дел, что у вас все сложено, что у вас все получается, что вы счастливая. Возможно, вы мамочка или вы сейчас в семье, в отношениях семейных находитесь, что вы поживаете себе хорошо, финансово зажиточные. Вот это она все видит. Здесь доля зависти есть. Она за вами наблюдает через интернет или через каких-то знакомых. Может быть, вы спрашиваете информацию о вас.
Он говорит о том, что вы добились чего хотели. У вас какой-то вот на самом деле потенциал уже был на тот момент. Здесь женщина как-то пыталась вами управлять. Или пыталась взять какую-то власть над вами в свои руки. Но у нее не получилось. Вы быстренько разорвали какой-то канал. Связь, контакт с этим человеком. Просто разорвали. Но я говорю, послали куда-то этого человека. Это, кстати, может быть и мужчина с женскими энергиями. Да? Или мужчина может быть какой-то не той ориентации. Тоже такой может быть. Но вы реально человека отправили куда подальше. Он может быть таким, да, женоподобным таким мужчиной или с женскими какими-то привычками, характером поведения. Считает, что вы одели себе корону, стали крутая. Завидует. Кто вами интересуется. Это вообще неизвестный вам человек. Хочется сказать, как будто, вы знаете, встретились в автобусе или вот на остановке. Вы для кого-то даже как... Тут знаете, какой интерес идет? Человек вот... Слушайте, человек верит в какие-то знаки, да? Или прислушивается к знакам. Вот где-то, но он вам не знаком, да и вы для него не знакомы. Но почему-то здесь, что он думает, что ваша встреча не случайная, что вот она ему на что-то указывает. На какое-то его прошлое, на какие-то содеянные, вот какие-то конфликты были у него в жизни в прошлом или на что-то такое. И человек сидит и думает, обмозговывает. Вы, возможно, может быть, перекинулись парой слов, так, невзначай. Да, и человек что-то осознал. Возможно, даже просто что-то ему сказали. Может быть, какую-то вету. И этим было все ясно. Человек вас вспоминает, но вспоминает вас, знаете, вот как... Почему же вы, да, вот появились в его жизни, а не просто так вот она появилась, а не просто так сказала. Здесь о чем-то таком глубоком идет. Здесь нету чувства любви, здесь нету чувств каких-то, да, это мужчина. Но здесь есть такие эмоции в плане того, что вы являлись в его жизни каким-то знаком, знамением. Возможно, у кого-то и был диалог, но здесь не показывают, что вы давно друг друга знаете, или между вами что-то было. Вообще, как бы, контакта здесь нету. Здесь вот вы транслируете именно посланника в его жизни. Женщиной ведущей, женщиной с даром, или, в принципе, да, она появилась в моей жизни не просто так и сказала мне это. Но он об этой ситуации думает больше. Не о вас, а об этой ситуации. Возможно, он вас где-то и кому-то упоминает, что с ним произошло то-то. Но это непростая ситуация. Вы, может быть, тоже заметили, что что-то здесь неладное. Или что вы что-то ему сказали, что это войдет ему в голову. Мы же тоже все являемся друг для друга знамением, у кого мы появляемся в жизни. Все люди, пришедшие в нашу жизнь, они приходят не просто так. Они нам что-то говорят, куда-то нас проводят. И если провести анализ вообще нашей жизни и всех людей в нашей жизни, мы понимаем, что это все цепочка. И каждый человек, который был в нашей жизни, что-то преподнес в виде уроков, в виде каких-то подсказок и так далее. Заметьте это.
Любого человека переберите, и вы поймете, что каждый человек что-то в вашу жизнь принес. Благодаря тому-то вы получили то-то. Здесь идет 18, 23, 24, 31. Возможно, по 31 сразу четверочки и 22. 13 тоже может. Кто-то родился в эти даты, или же для вас это даты знамения какого-то. Также вы можете проецировать, правда, ему какое-то знамение, этому человеку. Вы очень до сих пор, я вам скажу, даже на сейчас, вот прям сегодня, да, человек могут даже думать о вас. Или постоянно вы в голове у этого человека со своими какими-то словами или действиями. Может, даже действие, да, что-то произошла, какая-то ситуация, и вы были там, но он вам не знакомый. Да и вы не его знакомая. Ага. Вы указали этому человеку на какую-то ситуацию из прошлого. Человек для себя что-то уяснил. И у человека что-то получилось. И человек понимает, что вы-то и были этим знамением по правосудию. Да, вы что-то на самом деле, на что-то открыли глаза человеку. Может быть, вы человек, вот как проводник, да, вот он так считает, что вы, возможно, его привели к какой-то информации, которую он не знал. Может, даже бывает так, что мы смотрим на стену, пустую стену, но мы там что-то обязательно увидим. А через это увидим, у нас рождается какая-то идея. Мы начинаем эту идею проецировать в жизнь, притворять в жизнь. И у нас что-то получается. Да, потом сидим и думаем, ага, к нам инсайт прилетел. Он может или так прийти, этот инсайт, или через кого-то. Вот через вас пришла человеку информация, и у него что-то получилось. Вы на слуху, возможно, даже. Я и говорю, что он с кем-то может вас обсуждать или рассказывать случившуюся ситуацию. Это прям какой-то феномен, да, это что-то магическое. Вам это ничего не дает, в принципе, но вы, опять-таки, получаете какую-то энергию, потому что у человека что-то получается, а вы чувствуете и думаете, что вам это ничего не дало. Или ушли просто и ушли себе, да, но могли заметить бы, что после этого человека у вас что-то пришло, или вы что-то получили. Потому что вы, вот знаете, как галочка зеленая, да, вы передали информацию, молодец. Возможно, да, именно вы были в роли проводника. Вы передали информацию, вы что-то мгновенно получили, но вы этого не восприняли всерьез, как будто бы это так и должно быть. Ну что, да, получила и получила, вот. Но это было вот именно из-за того, что вы ему на что-то открыли глаза. Понимаете, как невидимо все происходит. Даже мы того и не подозреваем. Кто-то говорит конкретно о вас, что вы везде такая главная, или везде суете свой нос, везде хотите все знать, возможно, любопытная женщина, да, и, знаете, и любопытствуется вами же. И притом вы занимаете на сегодняшний день для кого-то, именно в чьих-то глазах, авторитет, уважение. Потому что вы интересуетесь. Если вы интересуетесь, значит, вы умный человек. Человек, который не интересуется, он, в принципе, не развивается. А человек, который интересуется, он развивается. И за это есть какое-то уважение со стороны какого-то человека. Человека, которого глупее вас намного. Человек, которому сейчас очень тяжело из-за своей глупости. Или человек натворил какую-то глупость. Возможно, считает, что он сделал ошибку. Да, человек вас не просто уважает, он вас боготворит. Это женщина, которая поступила как-то, возможно, даже с вами
глупо. Вы, может быть, понимаете. Или наговорила что-то глупого, что сама понимает, что сотворила глупость. Или сказала глупость. Притом этого как не хотела, быстро или вырвалась. Слово не в воробей вылетит и не поймаешь. Вот прям так хочется сюда сказать. Считает, что вы молодец. Слушайте, вас тут все хвалят, вас тут все уважают. Возможно, даже человек последует скоро вашим советам или вашим действиям каким-то. То есть будет повторять, возможно, вашу жизнь, да, или ваши какие-то действия, чтобы тоже прийти к чему-то. Человек сейчас на обнулении или у человека пустой карман. Возможно, даже кто-то, вот как эта женщина, начинает что-то все сначала, свою жизнь. Она считает не просто умная и авторитет, да, который нужно уважать, а вы еще и такая проницательная, интуитивная. Интуиция у вас хорошо работает, или вы женщина, ведущая с даром. Что-то она какую-то глупость спорола. Сожалеет об этом, работает над своими ошибками. В вашу сторону смотрит замечательно, хочется так сказать. Замечательно. Она не просто уважает вас, да, она смотрит и копирует вас, возможно. Она еще на начальной стадии, она еще, вот хочется сказать слово ребенок или начинающий в чем-то. Может быть, человек что-то заново начинает, но пока все криво получается. Или, как она считает, глупо. Кто вами интересуется? Зависть от мужчины. Мужчина, с которым у вас был какой-то конфликт. Он вас ненавидит. Он говорит, что он в вас вкладывал какие-то средства, помогал вам в чем-то, а вы вот такая неблагодарная собрались и ушли. И не отвечаете ему взаимностью. Может быть, вы кому-то не отвечали взаимностью, потому что не любили кого-то, не нравился вам человек. Он говорит, что вы заботитесь только о своих деньгах, финансах, и у вас кто-то есть, что вы кого-то скрываете. Да и, в принципе, вы не очень общительны с этим человеком. Скорее всего, даже, я бы сказала, человек вам помог, но... Знаете, вы не подразумевали, что человеку вы нравитесь, а вот как вы дали отпор, так все, вы стали врагом. Здесь незрелый мужчина, здесь рыцарь, здесь незрелый мужчина. Он злится за то, что он вам не нравится, вот так это скажем, проще говоря. Не понравились и ударили по его эго тем самым. То, что вам он не понравился. А он для вас, бедняга, делал, старался. Здесь есть обиженки, в основном это мужчины. В принципе, да, если посмотреть в общем, ничего такого зазорного нет, но вот какие-то мужчины на самом деле незрелые, и обидки их тоже незрелые. Угу. Все какие-то вот изымать выгоду, получать вот, да, своих интересах только. Получать какие-то вот только все для себя, любимого. Ну, то, что вам не нравится и не нравится, развернулась, ушла, да. А нет же, ты плохая, что ты ушла. Притом, знаете, вот как подкладывают вам свою вот эту вот помощь. На, возьми ее, но ты мне должна, да, об этом не заявляя, а только потом заявляя об этом, когда уже помогли. Притом им это ничего не стоило помочь. Да и с мужской стороны это красиво помочь женщине, не прося ничего взамен. Здесь, смотрите, здесь просто на самом деле какие-то дети. Вот реально дети около вас крутятся. Вот что касается мужского пола. Здесь какая-то незрелость идет.
Здесь все хотят получать какие-то вот на самом деле свои выгоды. Но вот как равноценный типа обмен, да? Я тебе дал, ты тоже мне должна что-то дать за это. А потом обижульки. Детский сад. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.